Добрый день, уважаемые земляки. Очень рад принимать участие на совещании такого уровня. И разрешите сразу приступить к своей информации. Так, как мы знаем, я сегодня хочу остановиться к вопросам охраны памятника истории и культуры на примере Хангаласского улуса, именно приводя пример сакральной территории, потому что один из таких проблемных вопросов направления нашей деятельности является, и перспективных направлений является защита наших земельных участков, защитить наши наиболее ценные сакральные территории. Итак, согласно действующему законодательству, а именно 73-го федерального закона 25 июня 2002 года, все сакральные территории, священные места, будь то это захоронения, будь то это места бит и так далее, можно коротко назвать достопримечательными местами. То есть федеральное законодательство не говорит о сакральных или каких-то священных местах, он останавливается на понятии достопримечательное место. Поэтому мы, когда говорим о священных местах, мы должны иметь в виду, согласно закону, места достопримечательные. На самом деле, коллеги, в Республике Саха очень мало священных мест взято под охрану. Их совсем мало. Наибольшее количество из них находится в Тулагино-Кельдянском наследии, их 16. Это благодаря их краеведам в 2015 году они взяли под охрану наиболее ценные свои исторические места. Это не говорит то, что у Тулагино-Кельдянца больше всех священных мест, и на самом деле в Хангаласском улусе еще больше, можно сказать, да? Но, тем не менее, документально и экспертами ими взяты Тулагино-Кельдянца 16 сакральных мест. Как пример, коллеги, что имеют в виду, когда брали под охрану места Тулагино-Кельдянского? Вот их месторасположение. Для сравнения, для учета, вот внизу мой курсор виден, да, это место проведения ИСЭХа Юстатык. На сегодня данная территория является сакральным местом и взят под охрану. Что это подразумевает? Это запрет разрушения данных земель, имеется в виду именно культурного слоя, мы так называем верхний слой почвы. Запрет проведения определенных работ, то есть невозможно их выделить частную собственность, построить дом, сделать карьер и так далее, и так далее. То есть законодатель именно защищает от этих посягательств. Притом сакральное место может быть, как вы знаете, не только земля, но и водная поверхность. Да? И как пример я приведу, с вашего разрешения, вот такое достопримечательное место, как Атыккы. Чем примечательно это место? Почему мы берем под охрану священные места? Потому что это места такие, которые можем мы напрямую пользоваться как в качестве патриотического воспитания, места патриотического воспитания молодежи, исторических каких-то событий и так далее. Чем примечательно, например, достопримечательное место Атыккы? Эллей по приходу на долину Туймада во время ИСЭХа, это все подтверждается документами, экспертами, во время ИСЭХа высоко поднял в небо для окропления земли свой чарах, наполненный кумысом. И сверху спустились 3 лебедя, испили из этого чарана, поднялись в небо и, заглушив 3 раза, сели посередине данного озера и благословили это озеро. С этого времени это озеро нас стали называть священное озеро. Все это было подтверждено документально, были подняты старые мифы, и эксперты посчитали, что это озеро может быть священным. Озеро уникальное, 26 метров глубины. Там водится рыба как речная, так и озерная. И на сегодня мне говорят, то, что у ученых нет единого мнения истории происхождения данного озера. Как оно произошло и как такую глубину оказалось, пока не ясно. Поэтому это прекрасная возможность сейчас изучением данного озера занимаются школьники Тулагино-Кельдянского наследия.
Или пример использования священных мест как в качестве практического воспитания. Есть такое место, как Марджай Аллаха. Марджай – это внук Элле. Все эти места связаны с хангаласской историей, поэтому я вам привожу пример. Если заметить эти места, то потомкам Эллея принадлежала северная часть долины Туннады, а южная часть, это места Хатас и так далее, принадлежала к потомкам Омовоя. Во всяком случае, так расположены эти священные места. Так вот, Марджай – это внук Эллея. Он является предком таких улусов, как Чуртинский, Такинский, Мамский и Усалданский. То есть сыновья Марджая родились на этом месте и потом переехали на те места, где сейчас расположены одни из самых крупных родов якутов. Поэтому вот это место можно назвать, может нести статус как прародина предков усалданцев, мамцев, чуртинцев и медведхагаласов. Да, вот эти 4 самых крупных улуса. Теперь свежий пример. Понимая, что в настоящее время очень сильно развивается антропологическое воздействие человека на земельные участки по всей республике, это активно идет и активизируется год от года. Мы это понимаем, когда у нас берут разрешение на освоение, промышленное освоение тех или иных земель. Допустим, в 2018 году было у нас в департаменте взято разрешение на проведение экспертизы 400 земельных участков. На сегодня, по итогам прошлого года, таковых оказалось более 1200. То есть активность идет довольно сильно. Поэтому, понимая это, мы тоже активизировали свою работу. И вот пример, как озеро Сайсары в прошлом году мы взяли под охрану. Теперь священное озеро Сайсары является выявленным достопримечательным местом. Но нужно понимать, что священные места, они не все появились в исторические времена. Вот свежий пример, когда около озера Сайсары стоит вот такое вот дерево, которое уже получило название дерево озера Сайсары. И сегодня он вполне почитаемый, и есть коллектив энтузиастов, которые хотят взять это дерево как священное дерево. Но мы пока отказываем, потому что исторических предпосылок признания его священным местом не было. Теперь тоже свежий пример, понимая, что Кунлакте очень губительно подвергается воздействию человека. В прошлом году было принято решение огородить данную территорию и сделать логистику совместно с администрацией Хангаласского, с администрацией Тюркского наследия и при участии Центра компетенций Лето. Когда Игнатья нам очень сильно помогала. И на сегодня, я думаю, что в этом году мы продолжим работу по благоустройству данной территории. Наши планы на примере местности Куллакте постараться ввести новые условия защиты священных мест по всей республике. То есть, как пример Куллакте мы хотим показать. Так. И тоже свежий пример прошлого года – Истях-Буран, Актенский наследие, еще ее называют Ак-Буран, Угун-Буран. Три названия, мы пока остановились на Истях-Буран. Это уникальное место. Около 200 гектаров мы в прошлом году взяли под охрану как родовое кладбище якутских родов. Пока там обнаружено около 30 захоронений, но археологи говорят, что на самом деле их там гораздо больше. Понимая все это и понимая, что дальнейшее запасы может губительно повлиять на это место, мы взяли под охрану. Как пример скажу, что вот тоже мой курсор, если смотрите, вот тут уже стоят, вот где-то тут стоят уже частных дома. То есть человек активно проникает в данную территорию, и не сегодня, так завтра общий доступ, то есть обычному жителю села Актемсы, села Улахан, просто невозможно будет приблизиться к данной земле и отдать дань уважения предкам или насладиться красотами этих земель. Вот с этой целью мы ускорились и взяли под охрану. Вот территория данного участка. Уважаемые коллеги,
Хангылас-Полус является наиболее одним из ценных в историческом плане территории нашей республики. В прошлом году мы провели, вот последние 3 года постарались провести активную работу по восстановлению памятников. Ну, как пример, в прошлом году был восстановлен этот памятник гражданской войны, объект культурного наследия в селе Красный Ручей, активистами Ярова АПИК при финансовой поддержке нашего земляка Алексеева Петра Вячеславовича, генерального директора РИК. В позапрошлом году был восстановлен данный памятник гражданской войны в селе Емельпинцы силами сотрудников Госстройжилнадзора. Они скинулись и сами восстановили данный памятник. Ну и прекрасный пример, это уже другой вариант нашей работы, когда в селе Марьян в прошлом году при вашей поддержке Хангылас-Полус очень активно принимал участие, получали деньги на 2,5 миллиона, собрав ваши средства, мы восстановили федеральный памятник башни Мончара в селе Марьян. Хочу отметить, что как только мы восстанавливаем объект, они принимают новые дыхания. Допустим, это легкость, легкость, а это после восстановления. То есть мы как-то привыкли смотреть на наш памятник, как будто они всегда были старыми, всегда были полуветками и так далее. На самом деле эти дома когда-то процветали, они были украшением наших земель, населенных пунктов, гордостью своих хозяев. Мы постепенно хотим придаем им старый облик. Как пример церковь села Курген нашего района. Вот так, коллеги. Поэтому приглашаем к сотрудничеству, к изучению данных памятников. Вместе нам возможно все. У меня все. Спасибо за внимание.